Больше десятка человек выписали из пульмонологического отделения Якутской республиканской клинической больницы. Все они перенесли COVID-19. Среди выписанных и самая возрастная якутянка, сумевшая победить болезнь. Сергей Михедов с подробностями. Лидия Ивановна Зайцева поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии 2 мая. Коронавирус успел постараться и поразил более половины площади легких. 2 недели интенсивного лечения, в основном противовирусными препаратами и антибиотиками. К счастью, пожилой организм, а Лидии Ивановне 85 лет, откликнулся на лечение. Сегодня самого возрастного пациента, перенесшего COVID-19 в Якутии, успешно выписали. Слабость. Так вот и лежала в больнице. Лечили меня лекарствами, всяко разно. Да вроде стало получше. Лидия Ивановна оказалась первой заболевшей в пансионате «Доверие». В учреждении для престарелых обнаружили коронавирус. В считанные дни опасная инфекция распространилась среди постояльцев. В результате заболели 12 пожилых людей, а также 4 работника. 10 постояльцев помещены под наблюдение в обсерватор. По словам директора пансионата, откуда появилась инфекция в стенах учреждения, неизвестно. Накануне суд вынес решение – штраф 150 тысяч рублей. Сегодня мы по требованиям Роспотребнадзора устраняем все недостатки. 2 раза уже произвели дезинфекцию всех помещений. И соблюдаем все требования, указания нашего руководства, Министерства труда и Роспотребнадзора. В отделении пульмонологии ЯРКБ на сегодня лежат более 100 человек с COVID-19. Из них около 20 в тяжелом, а 5 человек в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации. В настоящее время врачи борются за их жизни. В основном это пожилые пациенты. И самое сложное в их лечении – это наличие сопутствующих заболеваний. Вот у нашей пациентки сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, постинфарктный кардиосклероз. Постинсультное у нее состояние было. Поэтому таких больных лечить, конечно, очень трудно. Но, слава богу, на лечение наше она ответила. Также тяжело перенес коронавирус и сегодня отправился домой Сергей Безродный. Он проживает на даче, с окружающими почти не контактирует. И откуда у него взялся COVID-19, понятия не имеет. Сначала почувствовал температуру, затем стало гораздо хуже. Скорую, когда вызвали и когда привезли меня сюда, вот это здание, сделали КТ, и КТ показало, что у меня заболеваемость. Мне сразу это положили. Я очень себя плохо чувствовал, очень плохо. Я на грани был жизни и смерти, можно сказать так. Вот, и очень тяжелый был. Я сейчас себя очень плохо чувствую. Но спасибо врачам, что меня вытащили с того света. Сегодня выписали 13 человек, а новых случаев заболевания подтвердилось сразу 60. По-настоящему летняя погода начала радовать жителей столицы. Трижды подумайте перед тем, как выходить на прогулку и контактировать с окружающими, особенно если у вас есть хронические заболевания. Сергей Михедов, Илья Сыромятников, Якутск.